потому что Росомус Барба был у нас в Москве старшим тренером сборной Москвы. И когда у Андрея Сергеевича Преображенский был, Роман Михайлович там все нормально, все тренировался, все выступал, он его вел вроде бы нормально. А потом, когда вот это началось наши внутренние дела, борьба, как говорится, закулисные, там, тренерские борьбы начались, вот это, конечно, это на спортсменах очень сильно сказывается, когда тренера начинают внутри уже вот эти игры играть. И вместо того, чтобы нас обоих готовить, он старший тренер сборной Москвы, два лидера, там, ну, 101%, можно сказать, должна быть золотая медаль, весит 48 килограмм на Олимпиаде. А он вот так вот перевернул, вот такую стычку сделал между нами. И вот мы получили вот этот результат. Вот это тренерское, тактическое, вот, ну, как говорится, не внутреннее. Ну, конечно, в первую очередь я сам виноват в этой схватке, когда вот предательская мысль пришла, балл отдам, ничего страшного. А спокойно выигрывал схватку, довел бы его до конца эту схватку. Никаких вопросов ни у кого, сомнений, никого ничего не было бы. Если схватку спокойно довел, как и до этого, я всегда, вот, можно сказать, выигрывал. Ну, Шахмуратов ваших тоже бывший. Шахмуратов не нам, как сказать? Ну, Заваксов он был сам, Шахмуратов. А Преображенский с Барба, у Романа. Нет, потому что Роман Михайлович писал Барбу тренером, Да. а я не стал писать его тренеру Барбу. А Роман Михайлович писал тренером, поэтому каждый тренер за своего ученика. Конечно. А хотя он старший тренер в Москве, в моем понимании, он в первую очередь должен о команде думать, ну, как старший тренер сборной Москвы, о участнике, чтобы медаль получить. Вот как вы думаете, он одолел вокалиста, Роман? Сейчас задним числом говорить очень легко, ну не легко, а что угодно можно говорить. Одолел, не одолел бы. Там, неэтично. я же вам говорю, там 6-7 номера поставь на Олимпиаду, выиграл бы там любой, можно сказать, у нас. Это раз. Второе, Олимпиада, видите, сама вот эта, как огромную роль сыграла, это раз. Ну, вот эта ситуация, которая... Спортсмены приходят в финале, в пик форму ходят, в финале схватку выиграть уверенно. А есть спортсмены приходят к пику первой схватки, потом у них падает, в финале бывает проигрывает или еле выигрывают. Потому что спортсмен очень важен. А Шахмуратов, он умел подводить спортсмена к пику формы всегда. Он на самом деле профессионал. Он реально видел о том, что, ну вот тут ни сколько Романа Михайловича, не это, тот период, на самом деле, вот это, я помоложе был, и на самом деле все схватки я выигрывал. Всегда. На тбилисском турнире, все турниры, все, ну, уверен, все выигрывал. Вот эта только схватка, она вот так сыграла. И потом мне многие вот так вопрос задают, там говорили, что я итальянцу проиграл. Ну, том само, что там по делу очень много огня, конечно, между нами. Что я итальянцу на Олимпиаде проиграл, вон в книге даже написано, что я итальянцу проиграл. Я итальянцу не проигрывал, я у него 6-1 выиграл у итальянца. Вот. Просто там надо было выиграть с явным или туше, там уже досрочно уже Олимпиада, ну, медаль автоматически. Мне 2 раза медаль приходила вот заранее уже, когда итальянцы, китайцы выиграли, или корейцы выиграли, там все автоматически, и у меня уже
Я у итальянцев выиграл, я автоматически первое место занимаю. Даже хоть проиграю, корейская даже проиграла, но никакой роли не играла. Вот. И потом, когда в 1981 году Роман Михайлович поехал на Европу, не помните? Помню. Поехал? На Европу поехал Роман Михайлович в 1981 году? С итальянцем он боролся там? Да. А? Вот как вот можно судить, вот выиграл бы, этот выиграл бы, этот не выиграл бы. Вот Европа. Вроде бы Европа, кажется, что там выигрывать Европу. Поэтому просто вот это тренерское, вот это не баламутство, а я на своей школе, на своем опыте много увидел. Просто тренер каждого своего спортсмена и считает, что лучше. Это естественно, это нормально, так же, как это его ребенок. Это раз. И на что сегодня в женской борьбе, в моем понимании, что происходит в женской борьбе? Вот сегодня мы ждем результата и никак. В моем понимании, на тренировке балл возьмет, тренер подходит, старшему тренеру говорит: о, смотрите, у лидера, у первого места, смотри, как на тренировке у него выигрывает. Тренер раз, на самом деле: о, ты не в форме приехал. В моем понимании, как спортсмен может быть не в форме? И так далее. И вот у него на тренировке, спортсмен на тренировке не должен готовиться, он должен на сборах. На сборах он должен готовиться к старту.